камеральной обработкой, собственно говоря, кое-где ее уже закончили, уже сдали какие-то отчеты, и поэтому действительно уже можно подвести определенные какие-то результаты. Что же мы сделали, что же у нас получилось. Самым первым у нас объектом это было вот именно участок около Академии наук на проспект Ленина, 33. Участок этот был сложный, но почему мы за него взялись? Хотелось бы действительно, во-первых, привнести что-то новое и красивое на проспект Ленина, тем более у такого красивого здания. И поскольку он сложный, то задача, конечно, была еще и более интересная. Поэтому нам пришлось уже исходить из того, что есть, и поэтому пришлось очень много чистить этот участок. Это самая первая была наша работа. То есть мы сначала сделали полностью описание каждого деревца, каждого кустарника, что там растут. Затем мы посмотрели, какие проблемы у этого каждого дерева и каждого кустарника, кто болен, кто нуждается в обрезке, какие растения. Вот. Потом мы составили ведомости определенные, дендрологические ведомости, порубочные ведомости, и уже после этого стали проводить чистку этого участка. После проведения чистки участок приобрел совсем другой вид. Он был более такой светлый, и это было показано на ваших вот видео, которые вы снимали. Каждое растение, оно, в общем-то, заиграло, можно сказать. Но учитывая то, что там было очень загущено, и сразу делать обрезку всего это неправильно, потому что можно очень сильно осложнить жизнь самим растениям, то мы оставили на будущее. Это прежде всего значит, уборку самых каких-то ветвей, которые сейчас пока незаметно, что они мешают, но они будут мешать в дальнейшем. И наши ели, которые нуждаются в обрезке, тоже будем обрезать на будущий год, где-то в мае, для того, чтобы у них почки затем проснулись и пошло развитие боковых побегов. Это придаст елям пушистость, потому что будут образованы новые побеги, и все-таки более как-то создаст единую такие разбирную сетку участка, на что мы очень сильно надеемся. Но вот опять-таки прямо тут же на этом участке у нас и возникли проблемы. И самая большая проблема, и как потом выяснилось, что это проблема именно всего города Якутска, это недостаток ухода. Недостаток ухода, он заключается в том, что не продумана, скажем, система полива совершенно. Вот эта вот вещь, полив, это один из основных факторов, которых в наших засушливых условиях, тем более растений, взятых с питомников и пересаженных в другое место, это очень сильный фактор, действующий на их приживаемость. Поэтому нужно обязательно создавать вот эти поливочные системы, чтобы все растения, которые высаживались в городе, были охвачены этим поливом. Вот такое, это очень большая проблема, честно говоря. Тут нужно очень много думать и очень хорошо думать. Кроме того, мы не только чистили этот участок, мы еще постарались внести там как можно больше разнообразия. То разнообразие, которое у нас росло в ботаническом и растет в ботаническом саду. И это не только декоративные кустарники, но это еще и многолетние цветы. Если вы вот обратили внимание, у нас угол ближе к крыльцу был полностью стал лиловым, потому что мы там посадили очень хорошие змееголовники и сопы, и они прекрасно цветут, прекрасно прижились. И вот эти травянистые многолетники очень хорошо, в принципе, все прижились. Но нам придется заменить, конечно, кое-что, то, что погибло, и это уже мы все будем делать на будущем году. Поэтому я думаю, что с этим участком мы все-таки поработали, и он будет в дальнейшем хорошо смотреться, тем более, что мы авторский надзор за ним, за то время, пока мы еще дальше будем продолжать работать, мы будем постоянно осуществлять. Вот. Что же касается того, что мы сделали. Мы действительно сняли на нашем материале очень много интересных вещей. Но самое первое наше было – это экскурсия. У нас же познавательная была экскурсия по ботаническому саду, где мы знакомились с теми видами культур, которые можно
в городе очень спокойно везде выращивать. И вот это вот разнообразие, мне кажется, оно должно очень хорошо откликнуться в душах наших городских властей, потому что не стоит высаживать только березу, хотя береза очень хорошее, конечно, растение. Можно разнообразить видовой ассортимент не только за счет растений Якутии, флоры Якутии, но и за счет интродуцированных видов, которые у нас хорошо, в общем-то, приживаются. Вот вы видели прекрасно, очень хорошо растет смородина альпийская. Красивый такой кустарник, большой, который дает очень хорошую зелень, цветет. И он тоже очень может хорошо расти у нас на наших улицах. Вот. Затем мы провели несколько передач, у нас было по уходу за растениями. Мы показали, как сажать какие-то определенные культуры, как обрезку вести. Здесь как раз у нас была проведена работа по посадке на улице Можайского. И вот тут мы опять-таки, мы вообще сколько ни работаем, мы везде приобретаем бесценный опыт. Выяснилось, что, допустим, на таких вот длинных улицах, связанных с магистралями, нужно высаживать. Во-первых, очень хорошо готовить почву. Почему? Потому что здесь как коридор образуется и гуляют ветра. А ветра у нас почему-то в Якутии стали очень большие в последнее время. И вот они просто, представляете, просто сдували эти растения, хотя они были посажены хорошо, были посажены с углублением, с притоптыванием. То есть почва была достаточно плотная, но тем не менее они были вырваны этим ветром из почвы. То есть определенные размеры должны быть растений, определенный ком, то это еще один опыт, который вот мы получили, высаживая там растения. И тут же сразу возникает такой вопрос, что весь город Якутск невозможно засаживать одними и теми же растениями. В зависимости от того, какой район, какие условия, каково предназначение этого района, да, можно использовать те или иные растения. Но вот согласитесь, что, допустим, представить себе аллею на проспекте Ленина из сирени довольно трудно, потому что она будет испытывать определенную нагрузку от машин, это вот антропогенную нагрузку, может быть, ее ломать будет. А вот внутри квартала какой-то сквер, бульвар, допустим, будет очень хорошо смотреться. И мы такой сквер с вами сняли. Он около кинотеатра Центрального, за кинотеатр Центральным. Очень красивые растения, которые опять-таки были выращены в ботаническом саду и нами же и выращены. Вот такое вот туда, значит, было продолжение. Затем мы с вами еще занимались не только вот такими посадить и сделать. Мы показали разнообразие наших плодово-ягодных растений. Мы специально провели такой фестиваль, можно сказать, назвали его «Ягодный юбилей», потому что он был посвящен 30-летию закладки коллекции смородин. И очень такое большое, хорошее получилось мероприятие на 2 дня. Тоже были проведены экскурсии на наши питомники, были сделаны доклады о видах, сортах смородины, которые используются, о том, как за ней ухаживать. Приходили специалисты из уже имеющие дело с продажей вот этих вот препаратов, допустим, для защиты растений, рассказывали, какие препараты есть, какими следует пользоваться. Нашли, допустим, разницу между карбидом, так скажем, и мочевиной. И вот это вот стало для многих людей открытием. Это очень интересно. Кроме того, мы постарались собрать вот эти образцы наших плодов, сварить варенье, и люди могли просто прийти, попробовать вот эти все варенья, попробовать ягоды. Было очень интересно, было хорошо, приятно, тепло, и поэтому мы будем в следующие разы тоже проводить какие-то подобные мероприятия. Но традиционный фестиваль лилии, опять-таки, нами был освещен. Опять-таки, лилия уже внедряется в озеленение нашего города, в определенные какие-то места, где-то закрыты такие хорошенькие микрорайоны, допустим, да, и, в общем, там, где будет уход, там будет расти все, что вы захотите. Вот это самый главный такой вывод. И вот еще вот у меня, конечно, очень такой
есть, не знаю, пожелание или еще что-то такое, это то, что нам не хватает садовников в городе. То есть нужно обязательно с нашим Министерством образования как-то решить этот вопрос, чтобы у нас выпускались, понимаете, у нас выпускаются ландшафтные дизайнеры. Но это, конечно, классно, ландшафтный дизайнер, да, он может прийти, показать, как по колористике создать какой-то питомник, то есть не питомник, какую-то композицию. Но дело в том, что он должен прежде всего знать, какие растения, как с ними обращаться, эколого-биологические характеристики этих растений, где они будут расти, где они не будут расти. Вот это все должен знать садовник. Когда подкормить, когда полить, какую почву сделать, как от вредителей защитить. И вот этот вот садовник, их можно выпускать просто на базе, я не знаю, среднеспециального какого-то образования. И тогда, может быть, даже для людей с какими-то ограничениями физическими. Потому что, в принципе, вот такие вот люди, они тянутся к природе. И у них вот очень хорошая такая связь с природой. И, может быть, даже на базе какого-то реабилитационного центра еще открыть такие вот курсы, и люди бы тогда могли бы и профессию получить, и для города могли бы сделать очень хорошее дело. Вот. Ну, еще вот хотелось бы мне все-таки сказать еще об одной работе. Она, может быть, не проходила в рамках вот этого нашего с вами задания, но она очень тесно была связана. Дело в том, что мэрия очень хорошо в этом году с нами отработала. У нас были заключены 3 договора на, во-первых, разработку ассортимента растений для озеленения. Это мы говорим о древесно-кустарниковых растениях. Затем мы сделали очень большое количество измерений для определения стандартных параметров саженцев, которые стоит высаживать у нас в Якутии. Потому что это же ведь не секрет, когда у нас привозят из Благовещенска, еще из каких-то, вот из Бурятии стали привозить много растений. Они привозят эти растения, высаживают их, и они сначала, когда их высаживают, и вот в первый год они великолепно смотрятся, а потом они могут просто не выдержать нашу зиму и просто погибают. И вот и получается, что деньги потрачены, и потрачены зря. Поэтому мы вот такие растения тоже проработали и на районные, интродукционные, и тоже определили те параметры, по которым стоит привозить эти растения к нам. Это, я считаю, что очень хорошее дело, и вообще очень большое спасибо нашему мэру, что он так, в общем, озаботился этим вопросом. Вот. Ну, вот такие вот вопросы мы с вами решали. Мы старались сделать все это красиво, чтобы была видна природа ботанического сада. Она действительно очень разнообразна, потому что у нас все-таки около 500 гектаров, и на этих 500 гектаров расположены и участки наши, и нетронутые какие-то земли. Растут редкие виды растений, около 15 видов, популяции. Мы проводим реинтродукцию, и вот это все мы постарались с вами показать. Поэтому я считаю, что это очень научное такое вот сопровождение озеленительных работ в городе имеет очень большое значение. И не только научное сопровождение, выражающееся в каких-то конкретных цифрах, допустим, что нужно делать так, да, но еще вот такое пропагандистское, чтобы люди понимали, что нужно делать именно вот так, и что вот именно такие усилия, такие действия приведут к такому прекрасному результату, как зеленый Якутск. Мы на это очень сильно надеемся. В советское время было много передач, связанных с приусадебным участком, с садом. Сейчас таких передач почти не осталось. Может быть, на каких-то каналах, но... Ну, честно говоря, я сама вела такую передачу на радиостанции Виктории, да, и она пользовалась очень такой популярностью. Мы рассказывали обо всем. Мы рассказывали о культурах, о почве, о земле, о вредителях. Сейчас это есть, но действительно в основном пишут в газетах, и меня, честно говоря, очень сильно раздражает. Как начинается, допустим, весна, к нам обращаются журналисты и начинают говорить: вот, давайте напишите, что можно сделать. Ну вот нужно не просто такие вот разовые какие-то, а вот именно линию проводить. И вот действительно, ну раньше вот во Дворце детства, я знаю, проводились такие, вот был клуб при усадьбах, но он сейчас тоже, клуб дачников есть, существует. По-моему, при магазине
бывший детский мир, забыла, как он, наш дачник, по-моему, называется, или дачник ли. Вот, там тоже есть такие, но они действительно маленькие, нужно это все более шире делать. Ну вот да, вы правы. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Пожалуйста.